Земля Абхазии богата памятниками истории, видевшими за время своего существования создание новых городов и гибель старых, возникновение и разрушение разных видов общественного устройства, верность и измену, восторг побед и печаль поражений. Абхазская стена, крепости, бастионы, дольмены и крамлехи, ацангуары и древние тропы. Как оказалось, в Абхазии существовала и культура курганных захоронений. Но для начала немного истории. Слово «курган» в переводе с тюркского означает «большой, насыпанный из земли и камней конусообразный погребальный холм». Курганы делались с начала каменного века до античных времен, а в некоторых местах вплоть до Средневековья. Курганы есть везде, кроме Австралии и Антарктиды. О том, что в Абхазии есть большое количество курганов, нам рассказали абхазские археологи. А показал нам это место историк-экскурсовод Славик Хватландзе. Он водит сюда экскурсии с российскими паломниками и однажды набрел на целое кладбище курганов. Находится это место в селе Каманы. Известная лестница из арматуры ведет паломников на святое место в пещеру обретения главы Иоанна Крестителя. Однако мы делаем резко вправо и уходим в ущелье вниз, и вот тут начинаются различные постройки, кладки из сухих камней и первые одиночные курганы. Наши люди в основном жили в предгорьях, в ущельях рек и в тех местах посередине гор, вот как Псхо, Аибра, Ахчепсе и так далее. Вот туда выше они поднимались. Ну, почему мы ставили вопрос? Потому что побережье, во-первых, не совсем надежное было. Здесь и враги высаживались, и это. Кроме того, здесь свирепствовала малярия, лихорадка, там всякое. Вот во избежание этого они поднимались сюда. Очень много людей было там, жили. Очень много. Мы видели между Ахасха, вы не видели Ахасха, Ахасха и Псху, от Ахасха до Псха где-то 28 километров. Видим громадные каменные стены, выложили вот так, как забор громадный. С Симоном могли бы, мы ходили туда. Явно, что там народ жил. Вот сейчас большие деревья оставили, 60-е годы, вытравили их всех, никого не оставили, и все. Сейчас даже не подумаешь, что там жили люди. Вообще, когда идешь по этим местам и видишь такое количество древних построек, стен, кладок, колодцев, начинаешь ощущать и, главное, понимать, что здесь когда-то кипела жизнь. Каманы – древнейшее место, потому что, как мне известно, что здесь проходил и Малый Шелковый путь. Каманы было многочисленное место, очень густонаселенное, то есть, хотел сказать, густонаселенное место. Здесь было, по тем трудам, которые я читал ранее, около 300 храмов. Здесь было густонаселенное место, и здесь были даже епископы, и, конечно же, здесь много захоронений. Вот, поэтому, конечно, это и подтверждают, что недавно найденные в Гудаутском районе необыкновенные чудесные раскопки были совершены, найдены уникальные золотые вещи. Я думаю, что такие золотые вещи и другие исторические предметы можно найти по всей Абхазии. Вот. Конечно же, это известно, что
абхазы яфетического происхождения, поэтому они здесь живут давно-давно. Как возрождалась здесь человеческая общность, как возрождались общины, нации, народы, потому что везде указано в Священном Писании, в Ветхом Завете, указано, кто от кого произошел, как произошло распространение народов, дети Ноя, Сим, Хам и Яфет. Вы знаете, что абхазы являются яфетического происхождения, поэтому можно сказать, что здесь древнее поселение. Здесь и встречаются места, которые очень похожи на курганы. Смотришь гора, и вдруг на ней какой-то холмик совершенно прямой формы, треугольной формы. Но бывает и природа так делает, но очень редко. Такие правильные формы, почти как пирамиды египетские, но меньше размеров, конечно, маленькие. Здесь бывают курганы в величину нашего храма, меньше бывают, больше бывают. И поэтому, конечно, это очень интересно и достойно исследования. И вот, наконец, тропа выводит на дно ущелья, ближе к реке Гумиста. И вот тут появляется большое количество курганов, одни поменьше, другие побольше. Их не могут даже заслонить выросшие деревья. Прослеживается некоторая закономерность в их расположении. Они идут в виде лучей от верхушки горы. И сразу возникает вопрос, к какому же времени они относятся? В 2008 году в окрестностях села Каман совершенно случайно мною были обнаружены курганы. По месту расположения курганов, условно я их назвал каманскими. Сразу же появился интерес, к какой же исторической эпохе относятся эти курганы. Версий появилось много. Как считают некоторые абхазские ученые, эти каманские курганы относятся к эпохе колхидашуйской цивилизации древних абхазов. Так ли оно, покажет время, научные исследования. В курганной культуре феноменом считаются курганы в форме полумесяца, изогнутые. И такие мы увидели на левом берегу Гумисты. Длинные курганы имеют вид вытянутых насыпей, выраставших, наверное, по мере захоронения умерших членов одного рода. Надо сказать сразу, что никакого разъяснения абхазские археологи нам не дали, просто потому, что никогда здесь не копали. Зато очень часто здесь видят черных археологов из России. Они спокойно ходят здесь с металлоискателями и лопатами и разрывают наши памятники истории. Мы проходили по этому лесу и видели цельные курганы. Но среди них встречаются и вот такие, что говорит о том, что в этом месте уже побывали черные копатели. Люди, которые разворовывают нашу историю. А ведь очень часто в интернете мы видим, как находки из Абхазии закупают Эрмитаж и другие музеи России. Я думаю, нашим ученым стоит обратить на это самое пристальное внимание. Пройдя 8,5 километра, мы зафиксировали более 200 маленьких и средних курганов. Некоторые из них были полушаровидной формы, некоторые имеют овальные или прямоугольные основания. Нас не оставляли ассоциации абхазских курганов с египетскими пирамидами. Отснятый материал мы показали искусствоведу Сураму Сакане, который участвовал в археологических раскопках на территории Сочи. В районе Джгерды, в горной зоне между церквями Кячнаха и Пскал, там есть целая группа таких вот небольших курганчиков. Насколько я знаю, никто из наших археологов не копал, но подозреваем, что там это обязательно, значит, захоронение. Какого типа захоронения, мне сложно сказать. Но имея возможность сравнивать с раскопками, которые проводились в районе Красной Поляны, значит, в 2010 году я работал с Армарчуком в храме
веселом. И ребята, которые работали наверху, пригласили. Вот мы, говорит, нашли вот такие, говорит, хотим показать. Действительно, мы поехали, показали, значит, в 5-6 местах каменные курганы, которые они раскопали и в дальнейшем ходили раскапывать. Почему? Потому что именно на этом участке должно было пасть трибуна горнолыжных, трамплинных, вот этих вот всяких дел. И что я могу сказать? Действительно, то, что я видел в Жгардах и то, что видел там, они очень близки по внешней конструкции, по внешнему объему. Во-первых, это около метра, если слегка уже от времени, значит, не расползла, а то и больше, значит, до 1,5 метров. И что же было найдено на сопредельном, на бывшей нашей территории, на сегодня на сопредельной территории, что же было найдено? Ребята говорят, значит, очень плохо кости сохраняются, но там, где они сохранились, это воинские захоронения. Бывают, говорят, двойное захоронение, обе мужские. Значит, сохраняются иногда умбоны, то есть щиты, окантовка. Сохраняются сабли изогнутого типа, которые появляются где-то в районе, чтобы не ошибиться, район 12-13 веков. Но они датировали, то, что, значит, пока датировали конца 13-14 веками. И условно они называли, значит, джикетскими, ну, иногда, возможно, и черкесскими. Значит, ну, мы с вами же знаем, что черкесы на этот период, на этой территории, значит, не проживали, скорее всего, проживали по грузинским источникам в Джикете, одной из главных западноабхазских племен. Значит, и поэтому, скорее всего, они были джигетские. Но раз на территории Абазги, раз на территории Псили, исторической Псили, скажем, да, встречаются такие формы курганчики, хотя, значит, по раскопкам я не скажу вам, но раз они фактически идентичны, то нужно думать о том, что именно в конце 13 или 14-15 века что-то произошло и в культуре захоронения, или это приобрело некий такой определенный массовый характер, или, значит, что-то произошло, и поэтому, значит, некая такая культура проникла сюда или образовалась на месте. Отснятый материал уже находится у абхазских археологов. Они планируют произвести тщательный осмотр и раскопки этого места. И тогда, быть может, мы раскроем все секреты каманских поселений.